На этой встрече, как обычно, мы обсуждали несколько тем, несколько вопросов. Первая и самая важная тема – это тема, связанная с вопросами безопасности. Хочу отметить, что за время, прошедшей с последней встречи, которая прошла в конце сентября, этот период можно назвать достаточно спокойным. Обстановка продолжала оставаться стабильной, продолжала оставаться прогнозируемой. Выводы мы делаем из того, что и количество нарушений государственной границы было минимальным, было всего 3 нарушения государственной границы, и количество других инцидентов и происшествий, которые обычно мы обсуждаем в формате нашей встречи. Хочу отметить, что не было на этот раз за отчетный период у нас не было нарушений воздушного пространства Республики Южная Осетия. Не было вхождения в наше воздушное пространство беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты наблюдались нашими представителями, но наблюдались они в воздушном пространстве Грузии. При этом границу не пересекали и не создавали каких-либо вопросов в плане безопасности. Что касается этот вопрос каждый раз звучит в числе вопросов, которые югостинская сторона задает грузинской стороне. Более того, в этот раз мы привели пример, что инициатор выставления этого поста, на тот момент бывший министр внутренних дел Грузии и впоследствии ставший премьер-министром Грузии Георгий Гахария, который инициировал этот пост, в настоящее время грузинской прокуратурой заочно был арестован, поскольку сам находится не на территории Грузии, предположительно находится на территории Германии. В числе обвинений, которые предъявляют господину Гахария грузинские правоохранительные органы, звучит и попытка дестабилизации обстановки в районе населенного пункта Виста путем выставления полицейского поста. Нами было озвучено, что раз уж грузинское руководство признает ошибочность выставления этого поста, то единственно правильным и логичным решением было бы выведение этого поста с территории Республики Южная Осетия.